свидетель о рождении. Не надо извиняться, я уже привык. Меня обычно через раз Николаевича называют. Вот. Добрый день, друзья. Я очень рад вас всех приветствовать. Мы в эти дни летнего состояния празднуем наш ИСЭХ. Надеюсь, что большинство из вас приняло участие на нашем празднике, получило их благословение. Мы сегодня собрались здесь в том числе, чтобы обсудить опыт участия Якутии, поддержки специальной военной операции, укрепления патриотического духа. Конечно же, это очень важно, но и на самом деле нам есть чем поделиться. Прежде всего, хотел бы, конечно же, выразить полную поддержку действий нашего президента Владимира Владимировича Путина. Эти дни были далеко не самые спокойные за всю историю нашей России. Да? Конечно, самое главное, что, на мой взгляд, они подтвердили, что если мы едины, если мы сплотимся вокруг нашего президента, у нас ничего не сломит. В этом мы убедились еще раз. Безусловно, в создании вот такого духа очень большую роль играют средства массовой информации. Это безусловно. И средства массовой информации, те, кто работает с информацией в медиапространстве, вы являетесь проводниками информации, и главное, чтобы эта информация была достоверной, ценной. Вы, многие здесь сидящих, Игорь Владимирович, вижу, с кем мы неделю назад на Донбассе виделись, вы создаете именно достоверную картину того, что происходит на фронте. К сожалению, очень искаженная тут и фейковая информация от наших врагов входит, но и, к сожалению, и порой и наши уже здесь уже на уровне российских средств массовой информации некоторые, то ли специально, то ли не по знанию, но достаточно серьезно искажают информацию, которая нужна, которая в конечном итоге вот эта неправильная информация, такой информационный шум, в котором простому читателю трудно найти правду. Это безусловно так. И, конечно же, вот сегодня как никогда высокие требования к вашей профессиональной деятельности, к вашему профессионализму, к ответственности. Вы знаете, когда мы начали заниматься вот всей этой проблематикой спецоперации, это было мое решение, что давайте мы все-таки наших военкоров, во-первых, своих собственных якутских будем иметь в республике, раз. Во-вторых, давайте мы все-таки их подготовим. Не просто, чтобы люди поехали туда, в зону боевых действий, и начали писать то, что видят, да? А все-таки, чтобы люди, во-первых, были подготовлены, знали первые правила безопасности поведения на той территории. Ну и второе, чтобы люди были готовы к этой профессии. И вот ребят наших вижу, которые у нас военкоры, давайте мы их тоже поблагодарим за то, что несмотря на опасности, несмотря на то, что они рискуют жизнью, они, во-первых, показывают, в каких условиях наши земляки на территории спецоперации воюют, как трудятся наши строители на восстановление Кировского того же. И вот знаете, в этой части я считаю, что за последнее время, за последние месяцы, после того, как наши военкоры начали работать, ситуация достаточно серьезно у нас в позитивную сторону улучшилась. Потому что вначале было много всяких, а вот там, наверное, так, а вот там кто-то пишет, а кто-то, друг моего друга сказал мне, что вот у его друга там то-то происходит. Да? Сейчас, после появления наших военкоров, там, по крайней мере, объективную картину любой человек, любой гражданин нашей республики может найти, и, безусловно, это очень важно. Мы узнаем новости с фронта с первых уст. И это, безусловно, правильное было решение. И по количеству военкоров подготовленных мы одни из лидеров в стране. Это тоже, я считаю, правильное такое направление. Если говорить о том, что Якутия вкладывает в спецоперацию, конечно же, мы приняли это все как свою миссию. Мы с самого начала начали оперативно принимать меры по поддержке наших бойцов, по поддержке их семей. Когда вот мобилизация началась, особенности я сейчас понимаю, сделали правильный подход, когда упор сделали на поддержку семей военнослужащих, их родных, близких, чтобы люди здесь были окружены всяческой заботой со стороны государства. Это позволило вот нашим ребятам, которые сейчас воюют, они реально чувствуют себя спокойными за то, что вот в семьях здесь у них происходит. Это много раз они мне говорили, спасибо, что вы помогли и помогаете нашим семьям. Для нас это самое главное. И, знаете, вот еще раз, это очень важно, чтобы наши бойцы на переднем крае, воюя с врагом, знали, что в тылу у их семьи все нормально. Если проблема возникает, мы эти проблемы будем решать.
так было, есть и так будет. Вот. Мы сейчас рады, что благодаря решению президента открылся вот Государственный фонд «Защитники Отечества». Мы с ним тесным самым образом взаимодействуем. Уверен, что это позволит нам эти вопросы, которые возникают, а они все равно возникают, потому что жизнь, она богаче всяческих наших фантазий. Вот я сталкиваюсь с различными ситуациями. Есть ситуации, когда реально там, голову сломаешь, прежде чем ее решить. И слава богу, что такой фонд тоже появился, и можно будет вместе, объединяя наши силы, решать. При этом мы ни одну региональную нашу меру не убираем, мы наоборот будем дальше их финансировать, дальше будем поддерживать. У нас сейчас 19 мер региональной поддержки действуют, самых разных, и они будут все реализовываться. Задачу по поддержке и военнослужащих, и их семей, вот в части такой социальной, материальной, финансовой поддержки мы будем делать. Одним из таких наших тоже нововведений, я считаю, абсолютно правильных, это было создание единого координационного центра в нашей республике на базе нашего московского поспредства. Мы столкнулись с тем, что когда вот началась частичная мобилизация, когда количество наших военнослужащих и бойцов, добровольцев из Якутии с нескольких сотен увеличилось с одного момента до нескольких тысяч, так, то и мы увидели, что поток гуманитарной помощи, различной помощи, которую мы из республики направляем, он стал большим. И реально есть проблема, как до людей это довести. Есть проблемы с тем, что где-то много, а где-то и не хватает. Появилась проблема также, на которую я сразу обратил внимание, это проблема помощи нашим военнослужащим, которые ранены, лечатся. И меры их поддержки тоже абсолютно такие, быстрые надо было принимать, не только на уровне таких волонтерских, добровольческих каких-то объединений, но и со стороны республики. Мы тогда приняли решение, что у нас единый координационный центр создается, его будет возглавлять, и сейчас возглавляет наш поспред Андрей Санович Федотов, который от всей души искренне болеет за это дело, помогает каждому из бойцов и члены их семей решать те или иные проблемы. И вот сегодня у нас реально вопросы и доставки, распределения гуманитарных грузов, снаряжения, организационные вопросы по помощи раненым, ведущих в госпиталях страны и любые другие вопросы, самые тяжелые, они, на мой взгляд, решаются успешно. Ну и вот то, что мы создали опорники на территории, где СВО проходит, оно реально, вот я сейчас поездил, это точно то, что мы сделали. Пусть это было тоже непростое решение, так и с финансовой точки зрения, с организационной, но это очень важно. Мы сейчас видим, что это позволяет нам реально склады помощи нашим военнослужащим создавать, и реально уже сейчас техники различные, до квадроциклов, автомобилей, до уже прицелов, тепловизоров, квадрокоптеров, все уже достаточно таким потоком, четким, осознанным идет, причем не через одну точку, а через несколько точек. В короткие сроки уже доводится до наших воинов. Вы, наверное, все сюжет видели, когда на меня обратились из ребят, которые под Артемовском воюют, так, и посетовали, что у них нет того. Буквально в течение суток их нашли, вывели в тыл, снабдили тем, чем необходимо, и они уже на следующий день прямо уже там уже все показали, что вот оно все у них находится. Это вот реально показатель, когда за сутки мы те или иные вопросы находим, доходим до людей. Очень много сейчас стало, кстати, обращений таких, я же не только о хорошем должен говорить, да, и о таких серых зонах, когда люди пишут, да вот мы на передовой, у нас ничего нету, никто нам не помогает, там, так далее, так далее. С каждым случаем разбираемся, до каждого человека доходит. И 95% это когда люди стоят, вот Игорь Ильич примет, там третья линия, вторая линия может быть, так, и слышат, что вот тому дали это, так, это и нам тоже дайте. Самое главное, что с ребятами проводят профилактические беседы, причем те, кто на передовой находится, после этого все это исчезает, и все идет справедливо. Мы нацелены на то, чтобы помогать в первую очередь тем, кто у нас сегодня на передовой. Там реально ситуация далеко не простая. И, конечно, всю помощь мы должны туда бросать и будем эти все вопросы решать.
Мы, да, на мой взгляд, сейчас неплохо начали работу по помощи нашим раненым военнослужащим и их родственникам. Это тоже важное направление. И мы один из, опять же, первых субъектов, которые подписываем соглашение с крупными военными госпиталями. Это позволяет нам, на самом деле, сейчас на территории военных госпиталей иметь наших волонтеров, добровольцев, которые вполне легально могут там работать, оказывать помощь. Огромная помощь нашим врачам, которые отсюда выезжают и на месте помогают лечить не только наших раненых, но и вообще раненых военнослужащих российских. Тоже, знаете, очень важно, там каждый человек сейчас просто врач, особенности это на вес золота, так, это правда жизни. И мы эту работу, опять же, будем продолжать. Вот неделю назад я был на Донбассе, это уж пятая, что ли, моя поездка с начала военной операции в зону СВО. Встречался с Денисом Владимировичем Пушилиным. Мы, конечно, обсудили восстановление города Кировска. Хочу сказать, что в Кировском тоже работы идут у нас на хорошем уровне. Мы планы прошлого года выполнили, в этом году выполняем. Самое главное, что вот где-где, а в этом городе каждый знает, что такое Якутия, каждый очень рад, и все просто от мала до велика благодарят Якутию и ее жителей за ту помощь, которую мы оказываем. Потому что наши ребята там, которые работают, они работают от души. Реально, вот я первый свой приезд помню, и вот сейчас съездил, но это уже немножко уже другой город. Так, там и жизнь, главное, изменилась. Восстановлен ряд объектов, строятся объекты различные, причем уже не только за наш счет, но и за счет других источников. И, конечно же, это будет дальше сохраняться. Мы когда с президентом встречались, крайний раз, как раз президент тоже меня просил, чтобы мы не ограничились только помощью восстановления, а дальше взяли шефство над территорией, помогали Донецкой Народной Республике и ее региону. Конечно, мы это будем заниматься. Я сказал президенту, и это мое искреннее, знаете, убеждение, что это наша земля. Да? Вот у меня как раз комсомолка недавно спрашивала, а вы не боитесь, Александр Сергеевич, что вот сюда ездить, там тут же взрывы, стреляют? Я сказал, слушай, пусть они нас боятся, это же наша земля, так, а они на чужой земле. И мы этой позиции будем и дальше держаться. Конечно, вот встречался я с руководством группировки войск «Восток» в зоне спецоперации. Очень рад, что было очень, знаете, тронут, когда командующий лично выразил восхищение мужеством наших бойцов, и их храбростью, преданностью, приказам, выполнением приказов, отвага при выполнении боевых задач. Он очень высокого мнения, прям части перечислял, где вот там якутяне воюют, тут якутяне воюют, тут они молодцы. И знаете, я абсолютно не был этому, с одной стороны, удивлен, но с другой стороны, все равно, еще раз говорю, был крайне тронут. Да? Но и с ребятами нашими встретился. Это очень важно, потому что хотел как раз из первых уст услышать, как помощь доставляется, как распределяется, насколько полезно, что им еще нужно. Был в нескольких частях, потом отдельно собирались мы на одном из опорных наших пунктов. Вот большое количество квадроциклов передали, техники специализированные. Обсудили, кстати говоря, уже сейчас начали сотрудничество с рядом наших бригад спецназначения для того, чтобы ту технику, которую мы изготовляем, не только квадроцикл, но и другую технику, мы уже испытывали в боевых условиях. И вот вчера уже первая обратная связь пришла, очень важная, очень нужная для нас по испытанию нашей техники в боевых условиях. Конечно же, мы эту работу будем продолжать. Рад, что вот наше движение добровольческое «Якутия с тобой», она тоже очень хорошо работает, аккумулируется большое количество помощи гуманитарной со всех районов республики и идет потом уже непосредственно на опорные пункты. Что еще? Конечно, я очень рад, что по решению нашего президента у нас появился свой герой России, Александр Колесов. Конечно, вот тот подвиг, который он совершил, когда мы с президентом разговаривали, я его благодарил, он тоже говорит, если бы это в кино сняли бы, да, сказали бы, и сочиняют же эти кинорежиссеры, так? Надумали тут такого. А человек это сделал в реальности, причем
в таких тяжелейших, непростых условиях. И, конечно, в его лице это награда всем нашим воинам. Многие наши воины сейчас награждены орденом мужества. Уверен, мы все сделаем, чтобы как можно скорее победа к нам пришла. Мы в победе не сомневаемся. Ребята на месте там точно все просто говорят, вот, мы все равно их всех добьем. Вот, главное, чтобы вы там не подкачали уже внутри страны. Так? Ну, мы внутри страны точно не подкачаем. Якутия была, есть и будет таким крепким тылом нашего государства. Я всех благодарю за работу, всех якутян за этот непростое время. Недаром у нас год труда был объявлен. И вот год труда мы своим трудом как раз укрепляем могущество нашей страны. Мы один из самых, несмотря на всю ситуацию тяжелую, быстро растущих регионов России именно в экономике. И это, знаете, вот честно, это большой вклад наш общий. Может быть, мы многие до конца не понимаем, так? Но это большой вклад в дело нашей общей победы. Поэтому всем спасибо. И пускай быстрее придет наша победа.